знать. Министерство юстиции России потребовало исключить адвоката Эмиля Курбетдинова из Крымской центральной коллегии адвокатов до 1 марта 2019 года. С чем связано требование Минюста России, что планирует делать дальше Эмиль Курбетдинов и как это может повлиять на судебные процессы, в которых принимает участие адвокат. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Мейдат Халилов. Добрый день. Прямой эфир. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8:35 и в 13:10 по крымскому времени, или же в 7:35 и в 12:10 по Киеву, а также на волне 105,9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926. Бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. До эфира мы расспросили Эмиля Курбетдинова о том, что с ним происходит и как он оценивает действия Министерства юстиции России. Давайте послушаем. Точка зрения. В конце декабря, буквально 25 или 26 числа, я уже не помню точно, я получил предписание соответствующее из Министерства юстиции. Если говорить о смысле, то в нем говорилось о судебном решении в отношении меня по экстремистской статье. А значит, если в моих действиях усматриваются признаки какой-то экстремистской деятельности, я не могу быть ни членом, ни учредителем каких-либо некоммерческих организаций, в том числе коллегии адвокатов. Я усматриваю, что это звенья одной цепи, звенья преследования. В конце 2018 года сначала было прокурорское предписание, в котором говорилось о том, что я намереваюсь устраивать какие-то пикеты и митинги, и что я якобы намереваюсь заниматься какой-то экстремистской деятельностью. Меня предупреждали, что этого делать нельзя, так скажем. Тоже это полнейший абсурд. Мы это обжаловали, там отдельная история. После этого последовал мой админ-арест по экстремистской статье. Меня обвинили в публикации экстремистских материалов. Речь идет о символике Хизбут Тахрир. Однако это тоже отдельная история. И решение о моем аресте админ тоже было абсолютно незаконным. Это второй мой арест. Первый был в 2017 году, абсолютно аналогичный. Под кальку, ЦП, возбуждает. Тогда только было это ВКонтакте соцсеть, это Facebook. И кульминацией это решение Минюста. Я все-таки думаю, что под это все подводили, чтобы Минюст выкатил такое предписание мне не до 1 марта, что я обязан покинуть коллегию. Тем самым они вообще поставили под угрозу всю коллегию. То есть, если следовать этой логике, если я не выхожу, они имеют право обращаться в суд с тем, чтобы была ликвидирована вообще вся коллегия. Потому что там есть человек, занимающийся экстремистской деятельностью. И здесь подключается закон о борьбе с экстремизмом. Точка зрения. Так же, как рассказал Эмиль Курбетдинов, кроме его адвокатской деятельности, под угрозой оказалась и Крымская коллегия адвокатов. Эти действия тоже, они абсолютно незаконны. Почему? Во-первых, институт адвокатуры – это саморегулирующийся институт. Министерство юстиции ставит только печати на удостоверениях. Вопросы исключения адвокатов, их привлечение какой-либо ответственности, это все решается органами адвокатуры, внутренними институциональными органами адвокатуры. И любое вмешательство, оно незаконно. А здесь это напрямую вмешательство Министерства юстиции в мою адвокатскую деятельность. Мы считаем, что это абсолютно незаконно. Под ударом вся коллегия из этого документа, так скажем. Я напомню, мы говорим о требовании Министерства юстиции России исключить крымского адвоката Эмиля Курбетдинова из Крымской центральной коллегии адвокатов до 1 марта 2019 года. С Эмилем Курбетдиновым мы связались до эфира и расспросили о деталях. И вот что он рассказал о дальнейших своих намерениях. Я добровольно уходить из коллегии не собираюсь. Своими ножками идти куда-то в нотариус или в Минюст и выходить из коллегии, из учредителей, потому что я подпишусь просто под тем, что я согласен с такой позицией. Я этого делать не буду, я буду обжаловать и до конца бороться. Я думаю, что будут включаться все инструменты. Сейчас идет проба пера такая, да. С этой стороны подключается такой орган, как Министерство юстиции. Будут подключаться, я думаю, другие органы. То есть система пытается найти ключ к тому, чтобы таких адвокатов, как я, как правозащитники и активисты, просто с этого поля убрать. И будут, я думаю, задействованы все инструменты, которые есть у системы. Но я уверен, что всем этим дирижирует ФСБ. Что это разработка ФСБ и определенные такие
такие действия под руководством ФСБ, по крайней мере под ее чутким контролем и надзором. Ну, мы сейчас намерены обжаловать. Вот, я придал это огласке. Не знаю, на что рассчитывали те, кто всю эту схему придумал. Я всегда говорю, вот и мои коллеги, что мы абсолютно публичные люди. И что с нами происходит, мы всегда это показываем, чтобы все видели, какое давление и какими инструментами пользуется власть для того, чтобы вообще вывести неугодных там из каких-то там судов, там судебных процессов, либо из других каких-то мероприятий и процессов. В 2018 году Совет адвокатской палаты Москвы лишил российского юриста Марка Фейгина статуса адвоката с запретом на год сдавать экзамен на этот статус. Марк Фейгин был адвокатом участниц Pussy Riot, депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко. Сегодня он представляет интересы осужденного за шпионаж против России гражданина Украины Романа Сущенко, и сейчас он с нами на связи. Марк, здравствуйте. Приветствую вас, приветствую. Марк, скажите, вот вы с Эмилем Курбетдиновым оказались в похожих ситуациях, так ли это вообще, и как вы считаете, имеют ли эти события вообще общий корень? Ну, вне всяких сомнений, они связаны, потому что на самом-то деле я не был первым в апреле 2018 года, кого лишили статуса адвоката, фактически за его политическую деятельность, связанную с защитой политзаключенных. Это происходило, в общем, и в регионах, просто об этих людях никто не знает. Они вот мне пишут, мы с ними находимся на связи, их тоже лишали статуса под разными предлогами. Один, например, там пришел в суд в Бандане, второй, значит, критиковал, значит, судебную систему, ну и так далее, так далее. То есть это не единичный уже случай. Просто есть некие публичные кейсы, связанные с адвокатами, подобных мне или Эмилю Курбетдинову. К этому привлечено внимание, да, об этом судят, одни говорят так, пропаганда, значит, пытается отыграть. Но, безусловно, это все имеет политический смысл, вне всяких сомнений. Под этим нет никаких правовых оснований, вы понимаете. И в случае с Курбетдиновым его же там не лишают статуса в соответствии с кодексом незаконным за совершение какого-то уголовного преступления, там, насильственного или чего-то, а выдуманное, значит, административное правонарушение в 2013 году, опубликование в Фейсбуке, значит, каких-то постов, которые тогда, еще когда Крым находился в составе Украины, не были делинквентны ни в коем случае. Да? А вот сейчас это повод для обращения в Министерство юстиции и такой формальный предлог. Вы, пожалуйста, выведите этого адвоката, поскольку он в реестре, да, соответственно, экстремистов. Но это фактически означает, что по закону ему дают 3 месяца на трудоустройство, его никто не возьмет. И вот, пожалуйста, формальный предлог для его лишения статуса, как это предусматривает закон. Я думаю, что, конечно, это все имеет политическую подоплеку и ничего другого. Вот и все. Скажите, пожалуйста, а с юридической точки зрения вообще законны ли действия Минюста? Я считаю незаконным, потому что они ссылаются на рецидив 2 административных составов по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях. А дело в том, что все-таки речь должна идти об уголовных каких-то значит, делах, но никак не об административных. Почему они образовывают, значит, это новая практика, такого никогда не было. Основания, значит, возникают такого рода, что, значит, они могут обратиться с тем, что поскольку он включен в реестр, и действительно лица, включенные в реестр, не имеют права быть учредителями общественных объединений, а дело в том, что адвокатура в России это форма некоммерческой организации, так сказано, в законе. Вот, по этим основаниям из 2 этих решений судов возникло основание, по которому Минюст обратился за, в общем-то, устранением Курбетдинова из состава этой центральной коллегии. Но я повторяю, это такая схема, просто они ничего другого не нашли, потому что когда его привлекали по административному составу, мы думали, что все приведет к возбуждению дел по 282 статье за экстремизм. Но поскольку это не произошло, то выбрали именно эту форму для того, чтобы, собственно, его лишить статуса. Но это только начало. Я думаю, что там это и Смедляева коснется, и других адвокатов, не всяких сомнений. То есть Эмиль Курбетдинов не может дальше продолжать свою адвокатскую деятельность, если его исключат, так ли это? Смотрите, потому что если он не находится ни в одном из объединений, в 3 вида объединений предусмотрено. Значит, адвокатская коллегия, это, значит, адвокатский кабинет и, собственно говоря, может быть, он мог бы оставаться как независимый адвокат, открыть свой адвокатский кабинет. Но я думаю, что там найдут новый предлог, почему его не регистрировать, потому что его уже тоже надо регистрировать.
А как он на себя будет регистрироваться? Ну, это что-то отдаленно напоминающее ИП, и опять же, эту форму объединения должен он регистрировать и в том числе посылать документы в палату Крыма. Они не зарегистрируют на том основании, что он в этом реестре. И Минюст опять же, так сказать, возбудится и пошлет соответствующие документы о том, что вы не регистрируете. А 3 месяца вам дается, чтобы вы нашли для себя форму адвокатского образования, в которой будете работать. Если вы не находитесь за 3 месяца, все, ваш статус прекращается. Понимаете? Мгм. Вот скажите, в социальных сетях люди называют требования Минюста российским ноу-хау. Я сейчас процитирую фразу Александра Попкова. Нарисовать неугодному адвокату безумную административку за древний пост и лишить его адвокатского образования. Ноу-хау властей. Вот как вы считаете, это будет новым штампом для устранения неугодных адвокатов, так скажем? Вы знаете, я думаю, и да, и нет. То есть да, потому что если это обкатанная ситуация, так сказать, даст в конечном итоге результат, что Курбединов лишат статуса, а я напомню, у него есть и украинский статус адвоката, там можно подумать, как попытаться быть внесенным вновь в реестр как иностранный адвокат, ну и так далее, то в каждом отдельном случае с другими могут и другие возникнуть основания, и придуманы могут быть другие способы. Совершенно не обязательно, что они будут повторяться. Это одно из другого не сделать. И так, и не так. То есть в моем случае, например, я в 3 цветах высказался ругательство, применил, да, по отношению к Кремлю и к его сателлитам, и это стало основанием для решения статуса нарушения, значит, соответственно, 18 статьи меня, например, лишили спустя 9 месяцев, хотя имели право наказывать только в течение 6. И я хочу подчеркнуть, что, например, никого и никогда за высказывание в интернете никогда не лишали статуса. Такого не было никогда. То есть, вы понимаете, они готовы перешагнуть закон, они готовы его интерпретировать в свою пользу. В одних случаях будет одно, в других другое. Это абсолютно не обязательно, что будет все время применяться эта схема. Мгм. А как эти события непосредственно повлияют на Эмиля и Крымскую коллегию адвокатов и вообще на судебные процессы, в которых сам Эмиль принимает участие? Ну, смотрите, они напрямую повлияют, несмотря на то, что Эмиль собирается судиться с Минюстом, хотя исход такого рода судов, он предсказуем, ему везде откажут. Вот. Но, вы понимаете, роль адвоката сейчас сильно изменилась. То есть даже по сравнению с 2014, 2015, 2016 годом. Адвокат сейчас, если раньше он был некий публичный свидетель беззакония по отношению к доверителям, ну, мы говорим о политических, конечно, делах, мы говорим о политзаключенных, то сейчас роль адвоката, она свелась к некой коммуникации между преследуемым, да, например, теми же крымско-татарскими активистами и обществом, ну, прежде всего, свободным. В России его нету, но, допустим, в Киеве или где-то, или международное сообщество подключалось к защите такого человека. То сейчас уже эта роль обнулена. То есть фактически, убрав такого адвоката, как Курбединов, останутся адвокаты более сервильные, более вменяемые, которые работают в Крыму. Ну, не все, конечно, там есть и другие независимые адвокаты. Но, конечно, роль Курбединова, она очень важна именно в крымских татарских делах, понимаете? И вот она, эта роль, незаменима, потому что он некий несет публичный контекст. Ну, может быть, Эдем Смедляев сможет это продолжить. Но я думаю, что проблемы будут только нарастать, конечно. И с устранением Курбединова это, ну как, люди боятся. Мы вот с Курбединовым, Эмилем, он приехал в Москве на мой суд по поводу палаты, да, моего апелляционного обжалования, значит, решения меня статуса. И он сам удивлялся, что там происходит, понимаете? То есть, чем меньше становится людей, таких вот независимых, публичных, числа адвокатов, тем проще власти, значит, по-тихому людей отправлять в колонии, понимаете? А что непосредственно вы, как адвокаты, можете вот противопоставить, так скажем, властям против их против их агрессивного поведения? Пока ничего. Пока ничего, потому что раньше можно было говорить о неких процессуальных решениях, которые можно использовать, ну, вплоть до СПЧ и так далее. Но Россия выпала полностью из поля международного права, из вообще права как такового. Поэтому противопоставить можно только публичность и политические инструменты для того, чтобы продолжать это давление. Других правовых способов внутри России, внутри российской юрисдикции нет. Не отсутствует. А как действовать тогда Эмилю Курбединову сейчас? Нет, ему, конечно, надо судиться, обязательно нужно проходить все инстанции. Это единственный способ дойти до ЕСПЧ, потому что пока вы не исчерпали национальную юрисдикцию, вы в ЕСПЧ с жалобой на нарушение норм Конвенции о правах свободы гражданина не можете обратиться, пока еще в Совете Европы
это единственный способ, который дает возможность дойти до международных инстанций судебных. А в остальном нужно как-то обращаться и в международные организации, юридические, правовые и так далее. Российские органы власти, они же очень активно участвуют в разного рода комиссиях, конференциях там, и так далее. Есть разные процедуры, я думаю, Эмиль о них знает. Нужно как-то побольше привлекать публичного давления на органы юстиции и на адвокатуру в России для того, чтобы не допускать подобного. Спасибо большое, Марк. Я хочу напомнить, что с нами на связи был российский юрист Марк Фейгин. А также хочу напомнить, что вы можете позвонить к нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона прямого эфира для крымчан, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Сегодня мы обсуждаем требования Министерства юстиции России, которое потребовало исключить адвоката Эмиля Курбетдинова из Крымской центральной коллегии адвокатов до 1 марта 2019 года. Эмиль Курбетдинов называет эти действия противозаконными и говорит, что Минюст не имеет таких полномочий, что делом непосредственно занимается ФСБ России. Сам адвокат не согласен с требованиями и будет обжаловать такие действия Минюста. Прошу прощения. Также до эфира мы связались с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым и попросили его прокомментировать требования Минюста России. Рифат Чубаров называет эти действия также и давлением на международные адвокатские организации. Точка зрения. Можно было бы, конечно, говорить о том, что требования Министерства юстиции Российской Федерации исключить адвоката Эмиля Курбетдинова из Крымской центральной коллегии адвокатов абсолютно неправовое требование. Можно было бы говорить о том, что таким образом в России ограничиваются возможности работы адвокатов. И можно было бы еще многое говорить, но все дело в том, что Крым это не является Россией. Крым – украинская территория, временно оккупирована Россией. И понятно, что страна-оккупант на этой украинской территории, она применяет собственное законодательство в абсолютно такой безобразной форме. Но если уже говорить, конечно, о причинах требования, о причинах действий, которые делают невозможной деятельность Эмиля Курбетдинова в качестве защитника политзаключенных украинских граждан, то надо говорить о том, что Российская Федерация, как страна-оккупант, она мстит каждому из юристов, которые в условиях оккупации осмеливаются защищать украинских граждан. И здесь могут быть еще последствия значительные не только для Эмиля Курбетдинова, но и для других адвокатов, которые входят в Крымскую центральную коллегию адвокатов. Дело в том, что понимаете, Эмиля сделали сейчас заложником возможности работы своих же коллег. Если коллегия сейчас, представим себе, что она не исключит Эмиля Курбетдинова из собственного состава, то она подлежит распуску, эта коллегия, а там также известные вашим слушателям адвокаты, которые также защищают и крымских татар политзаключенных, и украинских военнопленных моряков. Точка зрения. Также мы спросили у главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, как, по его мнению, эта ситуация может сказаться на работе адвокатов с крымскими политзаключенными. Мнение. Но если Эмиль будет лишен возможности осуществлять адвокатскую практику, понятно, все те дела, которые сейчас у него в работе, эти подзащитные останутся не просто без защитника, они останутся без такого опытного защитника, как Эмиль. Придется другим адвокатам вникать в дело, это будет утеряно время. И самое главное, что таким образом будет осуществлено открытое действие давления на адвокатов, и как бы адвокаты
себя мужественно не вели, но все-таки они будут скованы в своих действиях. Российская Федерация, как страна-оккупант, хочет, чтобы каждый адвокат оглядывался на того адвоката, который был уже этой страной репрессирован. Если исключение Эмиля Курбидинова будет доведено до конца, это будет очень четкий сигнал всем другим адвокатам и сигнал к тому, чтобы они, ну скажем так, не проявляли такую настойчивость и последовательность в защите граждан Украины. Второе, это будет, в общем-то, достаточно сильный вызов и международным и правозащитным организациям. Эмиль Курбидинов, один из адвокатов, который награждался такими профессиональными отличиями. Мнение. А я хочу напомнить, что вы можете позвонить к нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926. Это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. А мы, собственно, продолжаем обсуждать требования Министерства юстиции России, которое потребовало исключить адвоката Эмиля Курбидинова из Крымской центральной коллегии адвокатов. Эмиль Курбидинов сам назвал эти действия противозаконными и собирается обжаловать эти действия. Сейчас с нами на связи украинский правозащитник, координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак. Здравствуйте, Мария. У нас произошли сложности, мы сейчас будем перезванивать Марии. Непосредственно хочу напомнить, что вы с нами можете связаться по номеру 8 800 10 06 926. Сейчас мне говорят, что у нас есть слушатель. Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Одну минуту. Да, к сожалению, снова технические неполадки, и я напоминаю, что вы, если хотите стать нашим слушателем и связаться с нами, то 8 800 10 06 926 для крымчан и 044 490 31 18 для жителей материковой Украины. А мы продолжаем. С нами на связи Мария Томак. Здравствуйте, Мария. Добрый день. Вот скажите, сначала арест, теперь требование исключить из коллегии адвокатов. Можно ли это расценивать как систематическое давление на Курбидинова? Да, безусловно. Напомню также, что арест был не один. Это вот в этом, собственно, в прошлом году был второй арест Эмиля на 5 суток. До этого было 10 суток, которые он отсидел тоже в изоляторе по аналогичным обвинениям административным. И я думаю, что, в принципе, это стоит рассматривать не только в контексте истории Эмиля, но и истории с давлением, в принципе, на крымских юристов, адвокатов. Вот напомню, что вызывались на беседы так называемые там Лилия Гимиджи и Эдем Семедляев. То есть можно говорить о какой-то такой, каком-то системном попытке влияния на адвокатов или юристов, которые занимаются политически мотивированными делами. И вот на что еще стоит обратить внимание, это то, что вообще в этой истории появился новый игрок, скажем так, да, это Министерство юстиции Российской Федерации. То есть это не какая-то там локальная инициатива со стороны местных следователей, вот как было с господином Сушко, например, который уже оказался и в санкционных списках американских, к счастью, но это на уровне такой институции, ну, то есть не Следственный комитет, там, скажем, не ФСБ, а Министерство юстиции. То есть мне кажется, что это подчеркивает системный характер и то, что, ну, Эмиля Курбидинова боятся. Особенно после того, мне кажется, очень эпичная была сцена, когда он выходил из
спецприемника, да, и как его встречали крымско-татарское сообщество. Вот, то есть он на самом деле он больше, чем адвокат, он уже без 5 минут герой для крымчан. Потому я думаю, что это давление связано еще и с этим, с его профессиональной деятельностью, а также тем, что люди, которые сейчас в Крыму защищают права крымско-татарского сообщества, которое незаконно преследуется, и не только, Эмиль и причастен к защите моряков украинских, то есть они, конечно же, сталкиваются с давлением, и в связи с этим они это придает им значение не только правозащитное, но и какое-то такое общечеловеческое, моральное, возможно. Я думаю, что Эмиля просто боятся, и в связи с этим можно ожидать в дальнейшем продолжения этого давления. Мы очень опасаемся, конечно, уголовного преследования, этого еще не было, но, мне кажется, этого исключать нельзя. Я думаю, что это как запасной вариант, как козырь в рукаве оккупационные власти держат, но они, думаю, не будут скромничать, возможно, и этот инструмент тоже может быть применен, если они увидят в Эмиле какую-то особую угрозу. Скажите, то есть может ли этот случай стать прецедентом для давления на других адвокатов? Я думаю, что, в принципе, это не самый распространенный инструмент, и на самом деле, конечно, это какой-то такой элемент запугивания, наверное, потому что это же не приводит пока на этом этапе к тому, что Эмиль не может работать в качестве адвоката, защитника, так? То есть это какие-то такие звоночки, но, по нашему мнению, именно поэтому мы с коллегами опубликовали заявление как реакцию на эту инициативу российского Минюста о том, что, конечно же, в последующем это может привести к попыткам лишить Эмиля лицензии адвокатской, соответственно, возможности работать, и что здесь важно помнить и не забывать о том, что это означает для его клиентов. То есть это лишение права на защиту эффективную. А у Эмиля очень много клиентов, и все они практически это незаконно преследуемые лица, и опять же, и среди крымско-татарского сообщества, и не только. Сегодня я так понимаю, что Эмиль поехал в Москву на продление ареста, рассмотрение продления ареста для своего подзащитного среди небылицу, он, если я не ошибаюсь, защищает Богдана среди украинских моряков. То есть нужно понимать, что эти люди останутся без адвоката, такого сильного, одного из сильнейших адвокатов, и это тоже является фактором, это тоже давление, соответственно, не только на адвоката, не только на сообщество запугивания, но и на клиентов. Это лишение одного из фундаментальных прав, права на защиту. Скажите, а может ли как-то Украина на данный момент оказать помощь Эмилю Курбетдинову в этом вопросе? Мне кажется, что тут, кроме каких-то стандартных заявлений, то есть выражение протеста против таких инициатив сложно, конечно же, что-то предложить. И, к сожалению, здесь инструменты очень ограничены. Но мне кажется, важна не только реакция Украины, возможно, не столько реакция Украины, сколько реакция международной общественности. И вы как раз выше Рифат Чубаров вспоминал о том, что Эмиль является лауреатом, например, премии Frontline Defenders. И, конечно же, мне кажется, что в этом случае те организации, которые подчеркивали вклад Эмиля в защиту прав человека, либо отмечали как-то его деятельность, особо в первую очередь должны отреагировать и должны выразить свой протест российским властям. Спасибо. Я напоминаю, с нами на связи была украинская правозащитница Мария Томак. А сегодня мы, собственно говоря, говорим о требовании Министерства юстиции России, которое потребовало исключить адвоката из Крымской коллегии адвокатов до 1 марта 2019 года. Собственно говоря, сам Эмиль Курбетдинов называет эти действия противозаконными, собирается их обжаловать. Непосредственно Марк Фейгин говорит то, что давление будет продолжаться и будет усиливаться, и при этом распространяться также на других крымских адвокатов, которые непосредственно защищают политзаключенных. А украинская правозащитница Мария Томак сказала то, что украинская власть должна требовать от России
хотя бы на уровне всяческих заявлений. Собственно говоря, это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 26 это для крымчан, а для украинских регионов 044 490 31 18. Пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.